Добрый вечер, дорогие зрители. Государственный центр национального кино и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан продолжает серию прямых эфиров с представителями казахстанской киноиндустрии, где мы рассказываем о том, как продвигается работа над проектами в условиях карантина. Также мы говорим о том, как живет казахстанский кинопрокат. И сегодня у нас в гостях будет Анна Качко. Это у нас самый такой дистанционный эфир. Анна сейчас находится в Германии, и вот мы сейчас с ней побеседуем на тему того, как живут сейчас мировые кинофестивали и как это отразится на казахстанском кинопрокате. Сейчас сделать. А с другой стороны, это еще очень приятно, потому что вот, например, я могу увидеть коллег, да, в живом эфире. Это вообще очень, мне кажется, важно сейчас, когда все находятся в разных странах мира. Я нахожусь в Берлине во время карантина. Здесь, ну, не было таких вот каких-то жестких форм карантина, на самом деле. Уже потихонечку даже сейчас все открывается. Вот вчера открылись даже уже большие магазины. То есть это вот совершенно уже такая история. Но пока, если что, не разрешают снимать кино. Вот об этом попозже расскажу. В некоторых странах Европы это уже начинают разрешать потихонечку. Это тоже очень интересный момент. Да, наверное, давайте к вводному вопросу. Да, далеко не все зрители понимают, что сейчас происходит на кинофестивальном рынке и чем чреваты, собственно, переносы Канн, Московского кинофестиваля, российского кинорынка. Расскажите о сложившейся ситуации с кинофорумами, вот нашими крупнейшими мировыми, и, собственно, как это отразится на мировом прокате и на казахстанском в том числе. Ну, конечно, сейчас совершенно беспрецедентная происходит ситуация в мире, да, и мы уже привыкли, в общем-то, за вот полтора месяца, что два, которые продолжается сейчас ситуация, что все отменяется. И, конечно, самый такой серьезный момент – это отмена Каннского фестиваля, потому что он является основополагающим, самым важным. И фестиваль «Кинорынок», от которого зависит, во-первых, множество других кинофестивалей, которые там находят свой контент. Ну и, конечно же, рынок, который является просто крупнейшим рынком в мире. И Каннский фестиваль был такой самый стойкий, не отменял, переносил. Но после того, как президент Франции Макрон 13 апреля выступил и сказал, что до конца июля в любом случае запрещены все фестивали, все такого масштаба мероприятия во Франции, все-таки, скорее всего, сейчас складывается такое ощущение, что фестиваль Каннский вообще не произойдет, хотя еще не объявили никакой точной информации на эту тему. А были некоторые такие заявления, в том числе от креативного директора Каннского фестиваля Тьерри Фримо о том, что будет объединение с Венецией, потому что Венеция – это как бы следующий такой крупный, важнейший форум. Вот. Но вот несколько дней назад вышло большое интервью и выступил Роберто Чикуто, это новый директор всей биеннале в Венеции, потому что вы знаете, что в Венеции, наверное, происходит, но не только кинофестиваль венецианский, но и вообще сентября каждого года. Слышно меня? Потому что я вас немножко потеряла. Нормально? Слышно? Вот, и Чикуто выступил и сказал, что никаких совместных проектов с Каннами не планируют, что Венецианский фестиваль обязательно произойдет, состоится, что бы то ни было. Несмотря на то, что мы с вами знаем, что Италия хуже всех как бы затронута, к сожалению, во всей этой сейчас ситуации с вирусом. Вот, при этом Чикуто сказал, что ожидается даже специальные условия для Венецианского фестиваля, и что, возможно, откроют кинотеатры, что они ожидают, что 5-7 кинотеатров на территории вот Лидо, где проходит фестиваль, будут открыты специальные, будут, конечно же, все меры соблюдены. Вот напоминаю, что это уже конец августа, начало сентября. При этом фестиваль в Торонто, который проходит сразу же после фестиваля в Венеции, объявил о том, что фестиваль, скорее всего, не состоится, и они готовы перевести его в онлайн-режим. То есть вот из крупных фестивалей пока только Торонтовский объявил про такого рода онлайн-режим. Как это будет происходить, мы еще не знаем. И какие сложности это за собой потянет, мы тоже не знаем. А летом, вот после Канн, есть несколько важных все равно фестивалей, в том числе для казахстанских фильмов, для казахстанской аудитории. Это фестиваль в Карловых Варах, в котором часто участвовали казахстанские фильмы, в том числе в основном конкурсе. Это фестиваль Лакарна,
котором тоже в прошлом году был казахстанский фильм представлен в основном конкурсе. Там идут сейчас большие дебаты, очень большие, потому что, конечно, во-первых, для страны это очень важное мероприятие, такого рода фестиваль, и, конечно же, для самой киноиндустрии. И каждая страна решает по-своему. Хотя сейчас, развитие в каждой стране вы и так видите, да, с точки зрения карантина и всего, каждое правительство решает по-своему. Например, Карловы Вары проходят в начале июля, они пока не отменили. А сразу же за ними идет фестиваль в Иерусалиме, тоже очень важный и значимый, на котором очень много всегда молодых талантов открывается. Его уже отменили. Вот так рассудили, да, директора этих фестивалей. Есть еще один очень интересный фестиваль в Сараево, на котором тоже каждый год казахстанские картины представлены, который считается масштабнейшим, в общем-то, зрелищем. Он проходит в начале августа, и они объявили, что они ни за что его не отменят, хотя у них достаточно тяжелая ситуация, что они начали этот фестиваль во время еще войны, которая была, да, в 90-х годах в Югославии еще в тот момент, и поэтому их ничего не сломит, они будут вот как-то стараться выживать и действовать. То есть вот такой вот сейчас происходит раздрай между всеми фестивалями, и достаточно интересно, что из этого получится. Но важно сказать, что параллельно с фестивалем есть и кинорынки. И вот тут как бы вообще... Да, был уже разговор о том, что кинорынок в Каннах будет проходить в онлайн-режиме, и я вот не совсем понимаю, как это будет проходить, потому что, во-первых, встречи байеров, сейлзов – это отдельная история, да, но плюс еще уже есть большая проблема утечки контента через видеопиратов и прочих хакеров. То есть какие меры предосторожности не планируют, и вообще как это будет проходить? Это самый важный сейчас вопрос. И вот что касается проведения именно фестиваля онлайн, когда Тири прямо выступал и говорил, что он не будет переносить Каннский фестиваль онлайн, это, конечно, был главный фактор, потому что, как защитить права фильмов. И второй фактор, конечно, сама атмосфера фестиваля была важна ему. А что касается онлайн, вот только сегодня, буквально несколько часов назад, генеральный директор Каннского кинорынка Жером Паяр дал большое интервью, оно было сегодня опубликовано, его все очень ждали, вот сегодня в пятницу, где он уже подробно рассказывает, как он видит работу фестиваля, кинорынка, прошу прощения. И вот несколько важных пунктов. Во-первых, они планируют 3 платформы подсоединить. Это все будет через сайт работать, да, через сайт Маршедю Фильм, но это будет 3 отдельных платформы. Одна из платформ называется Чинанг, она существует уже с 2003 года. Это та платформа, где байеры, покупатели, да, контента могут смотреть фильмы, находясь в любой точке мира. И, в общем-то, уже система показов с определенными шифрами, с определенным защитой, да, для фильмов, она существует, и, конечно, вы понимаете, с 2003 года она была отработана. Любой человек, который посещает кинорынок, он является членом, имеет доступ, но к определенным вещам. Поэтому мы надеемся, и он надеется, что, конечно, фильмы будут в целости и сохранности. А дальше будет платформа специальная для one-on-one встреч, то есть индивидуальных встреч. Как это будет происходить? Для меня это загадка пока тоже. То есть как эти встречи будут договариваться, это, наверное, что-то по типу того Зума, или вот как мы сейчас с вами общаемся, это будет. Вот. И третья онлайн-платформа будет работать для видеоконференций, презентаций и так далее. Но этот формат понятен и более-менее, я думаю, что он несложно будет происходить. Вот так вот я пока слышала такую информацию. Также планируются павильоны национальные, которые были запланированы изначально, а также их думают делать. То есть у каждой страны будет своя страница на сайте Маршеду Фильм, где страна сможет представить свою информацию, рассказать о том, что происходит и так далее. То есть вот в таком каком-то режиме. Но все пишут, конечно же, вы понимаете, о том, что это тест, и никто не знает, вообще никто, ни мы с вами, ни сам Жером Паяр, который директор этого рынка, не знает о том, что вообще можно ждать и как это будет. Он пишет бета-тест, да, то есть, но при этом он думает, что, возможно, часть того опыта, который вот сейчас появится, будет использована на следующих кинорынках, да, потому что, конечно, дает возможность намного большего доступа людей со всего мира. Вот, например, интересная тема для Казахстана, да, у Казахстана 4 часа разницы по времени с Европой сейчас, да, то есть как это будет происходить? Вот они специально разработали программу онлайн, где будет 3 разных времени.
американское какое-то усредненное время, европейское время Франции, да, и азиатское время. То есть, например, также в Азии, в Казахстане все смогут участвовать в кинорынке онлайн. Ну вот какие-то такие моменты технические, которые, конечно, сейчас будут всплывать, и достаточно интересно. Тут вот вопрос всплыл в комментариях. Что по стоимости стенда и вот павильонов в Каннах? Вот, то есть, так как фестиваль как такого уже не состоится, то есть территориально мы там не находимся, да. И, Только что буквально я сегодня как раз, потому что сегодня это как бы информация начала поступать, цену стенда никто не знает. Пока вообще нет никакой точной информации. Я могу рассказать о том, что как мы, как Центр национального кино, да, конечно же, планировали серьезную такую презентацию и показ нашего центра и достижений вообще всего, что сделано в Казахстане за последнее время. В Каннах у нас уже был забронирован павильон. Это был бы уже 3-й год павильона в Каннах, да, и в этом году он был от Национального центра кино. И, в общем, деньги нам уже вернули, потому что сейчас деньги возвращают всем. Вот. И, конечно, мы очень много всего планировали, и именно для этого павильона. Вот сейчас никто не знает конкретно. Есть информация о том, что для покупателей, то есть для байеров, будут сделаны странички, как бы стенды внутри рынка. И на эти стенды будут бесплатные. Но это для тех конкретно, кто продает фильмы. Мы, как Центр поддержки национального кино, фильмы не продаем. Мы занимаемся продвижением, налаживанием связи и тем, чтобы о Казахстане, конечно, узнали как можно больше в мире. вот как раз по поводу международного отдела Центра национального кино. Вот сейчас, учитывая, что вся эта ситуация с фестивалями так все произошло, в каком режиме вы сейчас работаете и на что вот брошены сейчас основные силы? Ну, вы знаете, вот я уже немножко начала говорить о том, что для международного вообще отдела, международного направления Центра национального кино сейчас очень мало изменилось, потому что наша главная работа — это в первую очередь контакты, общение, мы должны связываться с большим количеством мероприятий, людей, организаций, институций по всему миру. И это все можно делать прекрасно онлайн, как мы до этого и делали это онлайн. То есть у нас в этом отношении работы не убавилось. Нам очень повезло, конечно, то, что мы успели, вот просто в прямом смысле успели сделать такое первое крупное международное мероприятие от нашего центра в Берлине, как вы знаете, да, и провели, в общем-то, все совершенно еще не затронуто этой ситуацией с карантином. Вот, и там мы провели больше 150 встреч, и встретились, с одной стороны, и с продюсерами, которые заинтересованы в копродукции с Казахстаном, встретились с компаниями, которые заинтересованы приехать снимать в Казахстан. И со всеми этими людьми мы сейчас находимся в переписке в активной. Никто, в общем-то, пока не говорит о том, что они вообще не заинтересованы в сотрудничестве из-за того, что происходит. Просто все откладывают процессы. Да? Все, что связано, в общем-то, вообще в кинематографе сейчас, все, что связано со съемками, конечно, остановилось во всем мире. Но в кино же много других процессов. Это и развитие проектов, и постпродакшн. Все это достаточно хорошо идет. Поэтому у наших потенциальных партнеров, европейских, американских, интерес есть. Они выходят на связь, и мы сейчас делаем виртуальные локейшн-скауты, показываем разные места, рассказываем про Казахстан и так далее. Плюс, конечно же, очень много, очень большой, даже, как бы мне кажется, самый большой сейчас интерес в копродукции, в международном сотрудничестве. И вам скажу так, нет ощущения, что люди там волнуются, как они полетят. Вот, наоборот, все ждут, все говорят, ну вот, но к сентябрю мы прилетим. То есть вот кто должен был сейчас лететь, смотреть какие-то локации и так далее, говорит, к сентябрю прилетим обязательно. Ну да, как раз вопрос по поводу копродукции, да, у меня тоже был, потому что, окей, да, разрешают сейчас, возможно, проводить съемки, да, начнут проводить. Но вот по поводу как раз копродукции возникают сомнения, потому что многие страны, которые сейчас более-менее побороли пик, прошли вот этих эпидемии, да, то есть, например, Вьетнам, да, сейчас они тоже достаточно быстро уже начали возвращаться к привычной жизни, но авиасообщения не открываются, и многие говорят о том, что до конца года авиасообщения будут ограничены. Вот, то есть вот
как в таком режиме ограниченных авиасообщений, да, то есть мы понимаем, что мир-то, мы столько говорим, что мир глобален, и сел самолет завтра в другой стране, вот как будет проходить, собственно, копродукция, если ну, значит, мы элементарно не сможем из одной страны в другую вылететь? Но, понимаете, на этот вопрос никто сегодня не может ответить. То есть мы не знаем. И вот я очень слежу, читаю всю прессу, связанную с кинематографом, да, отслеживаю, как относятся к этому в разных странах. Мы не знаем, когда начнется вот, авиаснабжение, когда я, например, смогу прилететь из Берлина в мой любимый Казахстан. Да? Это загадка на сегодняшний день. Но мы все равно, когда общаемся с кинопродюсерами, знаете, кинопродюсер — это такой народ, который привык на самом деле к огромному количеству каких-то катаклизм, не говоря уже о тех двух кризисах, которые были, да, в 2008-2013 году, вот в современной истории. И продолжая просто всеми теми вещами, с которыми продюсеры сталкиваются по пути, да, переносятся съемки, переносятся локации и так далее. В общем-то, сейчас, вот я говорю, мы обсуждаем о том, что, ну, будем считать, что там, например, с сентября месяца откроются границы для перелета, и тогда к нам прилетят. Все наши разговоры мы начинаем именно с этого. Вот. При этом, ну, предсказать какие-то конкретные вещи, я думаю, невозможно, но даже если это перенесется, например, на следующую весну, ну, в самом крайнем случае, это тоже не значит, что все остановится. Вот я вам скажу так, что 3 дня назад в Швеции и в Дании возобновились вообще киносъемки. Это вот тоже страны, которые были затронуты коронавирусом, в котором такой был минимальный карантин. И сейчас там возобновились киносъемки, они издали такой целый труд, где прописали, какие должны быть специальные условия для съемок. И они подразумевают, что, ну, предполагают, что всего 10% уменьшится производство в Швеции по сравнению с тем, что было. Просто из-за того, что придется более маленькие группы использовать, да, то есть меньше людей будет задействовано и так далее. То есть сама вот как бы киноиндустрия максимум на 10% пострадает. Что будет, например, здесь в Германии и в Европе, я не знаю, но я думаю, что тоже, исходя из того, что уже, видите, открыты магазины, и многие открываются организации, то, конечно же, и кино возобновится. Вопрос только в перелетах, но они тоже возобновятся, куда же они тянутся, да? То есть через какое-то время все равно это произойдет. Ну вот, например, я посмотрела такую статистику, здесь в Германии очень известный институт провел статистику о том, насколько люди вообще заинтересованы вообще ходить в кино, да, и насколько вот боятся. Вчера на этой неделе у вас было много эфиров посвящено именно вот дистрибьюции, как это будет вообще после того, как откроются границы, и люди смогут ходить в кинотеатры в том числе, то в Германии самое большое количество людей, 93% опрошенных, сказали, что они хотят и ждут похода в кино. 91% сказали про рестораны. То есть это даже, вот как говорится, преувеличивает процент. А уже все остальное, там клубы, спортклубы, это где-то в районе 70%. То есть это на самом деле, на мой взгляд, достаточно такое многообещающие цифры, которые вот в Европе существуют. Поэтому вот такая история. Да, давайте вернемся еще к теме Берлина. Да, мы уже озвучивали, что в Казахстане большой интерес проявился благодаря закону о кино, и в том числе пунктов, которые касаются ребейтов и кинокомиссий. Собственно, сейчас же идет активная работа над правками в законе о кино. И вот вы как специалист по международным вопросам от киноцентра, какие еще могут быть правки внесены в закон, чтобы привлечь еще больше иностранных кинокомпаний работать на территории Казахстана? То есть вот если бы у вас были включены в рабочую группу, что бы вы предложили? Ну, я также участвую, да, в этой рабочей группе. Это очень важный момент, потому что вот мы с 1 августа конкретно я начала работать, а центр, вот недавно ему исполнился год, то есть центр год занимается этими вопросами. И тут 3 самых главных пункта существуют, которые важно изменить или как-то дополнить. Первое – это НДС. То есть на сегодняшний день в Казахстане все производители, кинопроизводители облагаются НДС, а в России и в других странах Европы это уже не происходит. Да? Это, мне кажется, очень важный пункт.
потому что на сегодняшний день до 30% возвращается в Казахстане, если снимает иностранный производитель, да, плюс все равно он должен платить 12% НДС. Это вот очень важный момент. А второй момент – это сама ставка, которую необходимо тратить в Казахстане. Она сегодня составляет 130 МРП казахстанских, это порядка 850 тысяч долларов, то есть это тот минимум, который надо потратить в Казахстане. И я очень радую за то, чтобы это было изменено, и плюс еще были добавлены определенные градации, да, то есть сколько может быть художественный фильм, сколько документальный, это тоже важно, это существует в разных странах, и мы, конечно, очень сильно руководствуемся примером разных стран. Вот. А третье – это сроки возврата. То есть через сколько времени после окончания сдачи полных отчетов финансовых, да, в Казахстане иностранная компания может получить непосредственно этот ребейт. Этот пока просто в обсуждении находится, и это тоже очень важно, чтобы это было дальше четко прописано. Мгм. Да, по поводу как раз вот ставки минимальные, мы как раз с Айдарханом Адильбаевым разговаривали на эту тему в понедельник. Он говорил о том, что да, будет очень активно работать, проводиться работа над тем, чтобы эту ставку снизить и как раз ввести градацию. Что касается, опять же, Берлинале, да, и ваших переговоров с различными компаниями, есть ли уже какие-то там конкретные уже проекты, которые, ну, грубо говоря, находятся на стадии подписания переговоров, или уже договора подписаны, которые можно было бы озвучить сейчас? Но мы ожидали уже несколько подписаний вот прямо в марте, то есть мы вернулись в конце февраля, да, как вы знаете. И, конечно, сейчас подписывать ничего мы не можем по той причине, что мы не знаем, когда эти проекты состоятся, и этого не знают их продюсеры. Вот. Но у нас есть очень интересный проект французско-бельгийский, который большого режиссера. Я, к сожалению, не могу сейчас озвучить, просто потому что оно еще не подписано. И как бы мы в ожидании, но мы очень плотно работаем. И на самом деле еще, мне кажется, даже хорошо для нас этот карантин сказался. У нас есть больше времени обсуждать с международными партнерами, и у них есть больше времени обсуждать проекты с нами. Вот, очень интересный проект и бельгийско-французский, который целиком планируется снимать в Казахстане. Вот. Есть проект у нас из Китая, который тоже какое-то время мы обсуждаем. Есть еще один проект из Франции, крупного сериала, который тоже, в общем-то, должен состояться, я надеюсь, в этом году, но если не в этом, значит, в начале следующего. Вот. Есть у нас проект из Индии, который также на сегодняшний день, в общем-то, под парами находится. То есть на самом-то деле интерес есть большой, и вот если эти 3 пункта, о которых мы говорили сейчас с вами, будут также доработаны в законе о кино, я думаю, что интерес еще в разы увеличится. Мгм. Давайте чуть отвлечемся от темы вот международного отдела. И вы же, помимо того, что работаете в центре, активно участвуете во всех наших мероприятиях в Казахстане, вы еще и продвигаете как продюсер казахстанское кино как раз на международных кинофестивалях. И, собственно, наверное, вопрос, который вот больше, наверное, от молодых кинематографистов или начинающих, да, или авторов, которые хотели бы продвинуть свое кино для каких-то крупных международных фестивалей, как, собственно, это можно сделать, как вот сделать свое кино востребованным, грубо говоря, то есть если ты еще не заработал себе какое-то имя. Но, видите, сейчас сам мир дает молодым кинематографистам фору и дает возможностей больше. Да? Когда мы начинали заниматься кино, не было такого. А сейчас, благодаря этому онлайну, благодаря тому, что можно выложить свою работу, во-первых, снять ее на iPhone, а во-вторых, ее выложить в онлайн и продвигать ее через онлайн, это, конечно, совершенно невероятные возможности. Я вот сейчас, находясь на карантине, отсматриваю, правда, большое количество, например, коротких метров. Мне это интересно, и они до меня доходят. Но я надеюсь, что лучшие, да, которые интересны. И с точки зрения даже каких-то определенных советов уже, вот каких-то новых, я думаю, что я здесь ничего не смогу сказать. Очень важно просто рассказывать те истории, которые ты хорошо знаешь, которые ты чувствуешь, которые тебе близки, которые вот твои.
очень важно рассказывать что-то свое. Если мы говорим в данном случае про казахстанских режиссеров, то, конечно же, рассказывать какие-то свои самобытные истории. Они будут интересны во всем мире и во всех жанрах. Вот это тоже очень важный момент, который, наверное, вот все-таки меняется в последнее время. Я думаю, что еще лет 10 назад от Казахстана ожидали больше, наверное, артхауса, ну и от России, вообще как бы от Восточной Европы. Вот сейчас я вижу, что уже есть проекты жанровые, совершенно другие, более современные, более такие молодежные, сделанные в новом визуальном стиле, которые потихонечку тоже стали прорываться на международный рынок. И меня всегда спрашивают, вот, а если я не делаю артхаус, что значит? Я никогда не смогу, да, сделать что-то международное. Вот я считаю, что сейчас, в том числе благодаря вот современной этой ситуации, что необходимо много контента, он просто очень нужен, все знают, да, сейчас все сидят, смотрят онлайн-провайдеров. Вот я знаю, что Netflix на 16 миллионов выросло за месяц количество подписчиков. Там у Disney Plus 28 миллионов подписчиков. Это какие-то невероятные цифры. То есть нужен контент, а значит, что очень востребованные таланты, молодые люди везде будут. И в разных жанрах. Для зрителей небольшую ремарку сделаю. Анна, помимо того, что работает у нас, возглавляет международный отдел Центра поддержки национального кино, она была соп-продюсером таких картин, как «Жау Жюлек Манбала», «Уроки гармонии». И вот Марьям, которая в этом году получила главную награду на фестивале в Везуле, до этого участвовала в Пусане, в Торонто и Лакарно, да. Ну, давайте уже будем закругляться и перейдем к такому последнему вопросу. Мы с вами вместе были на питчинге, по-моему, такие самые активные зрители, которые все от начала до конца его досиживали. Вот. И вам, ну, как продюсеру, наверное, если только как работнику центра, вот что понравилось, какие проекты вас заинтересовали, может быть, как действующего кинематографиста заинтересовали в плане поучаствовать, продвинуть, сделать его лучше, то есть как-то помочь этому проекту? С точки зрения тех проектов, которые участвовали сейчас на питчинге, да. Ну, дело в том, что в первую очередь я смотрела на эти проекты с большой радостью, потому что это был для меня первый опыт вообще в Казахстане, когда проходил питчинг, к которому очень долго готовились. Наш экспертный совет прочитал все проекты, да, их было больше 200, изучил, каждый имел возможность выступить. То есть на самом-то деле это все, сам процесс был очень яркий, интересный, и меня, очень приятно удивили, может быть, вдохновили, правильнее сказать, молодые кинематографисты. Было представлено достаточно много дебютов, и они были настолько яркие, вот все, вот на мой взгляд, вот все, кто участвовал из дебютантов в этом году, просто очень сильно отличились. Видимо, они тоже, как любые дебютанты, они вынашивали эти проекты, они готовились, и презентации были прекрасно подготовлены, и сами проекты были очень интересные. Но я еще хотела сказать один момент, который мы с вами не обговорили пока, это вот о наших планах, потому что меня много спрашивают, и я многим обещала, что я сегодня тоже об этом расскажу. Мы готовимся сейчас активно к участию в 2 онлайн-платформах. Вот первое – это как раз кинорынок в Каннах, я о нем уже немножко говорила. А второе – это Key Buyers Event, это мероприятие, которое будет проходить в России, но будет проходить в онлайне. И это мероприятие, куда съезжается большое количество байеров со всего мира. И вот россияне, компания Роскино, с которой мы активно сейчас ведем переговоры, и вообще для нас Россия является интересным тоже партнером международным, мы планируем участие в этом Key Buyers Event, который пройдет в мае, как раз в тот момент, когда должен был быть Каннский кинорынок, но сейчас вот как бы все меняется. И где мы сможем тоже поговорить достаточно много о копродукции и представить Казахстан. И я вообще призываю всех казахстанских режиссеров, продюсеров, сценаристов, у которых есть какие-то интересные проекты, связанные с Россией, и не только. Это будет не только нацелено на Россию. Но у нас будет такая площадка, вот уже, видимо, в конце мая мы ожидаем, где мы сможем также заявить и о казахстанских проектах, нацеленных на международную копродукцию, поучаствовать в презентации, рассказать о работе нашего центра, рассказать о тех возможностях, о ребейтах, которые есть в Казахстане и так далее. И вообще, на мой взгляд,
вот этот переход в онлайн форматы, он совсем даже неплох, потому что если ты четко знаешь, что тебе интересно на том или ином мероприятии, да, это можно получить и через онлайн. Я сама как продюсер вообще многие годы работаю со всем миром. Да, раньше был Skype, сейчас это Zoom, но эффект один и тот же. В общем-то, очень много хорошего и важного можно сделать и через онлайн тоже. Да, бесспорно, но кино, конечно, я бы хотел смотреть на большом экране. Да, я тут, наверное, поддержу Thierry Фремо, который сказал, что если автор задумал свое кино для большого экрана, то мы должны его смотреть на большом экране. Можно Анна... еще? Есть у меня еще 1 минута? Да, конечно. Вот вчера просто произошло интересное событие про большой экран. Я как раз с вами согласна про большой экран. И я вот этот вот момент, когда ты приходишь в кинотеатр, момент социализации, момент... Это очень важно. Но вчера было интересное событие, произошло в России. Там впервые состоялась премьера крупного масштабного фильма, сделанного такими важными продюсерами. Она прошла в онлайне. И сама премьера прошла в онлайне. И фильм, это фильм «Спутник», где продюсером выступают Бондарчук. И, в общем, там 5 или 6 очень крупных продюсеров, да, которые к этому фильму имеют прямое отношение. И фильм будет показан только на платформах. Они договорились с 3 платформами. И они приняли такое решение. То есть должна была быть большая масштабная премьера в кинотеатрах 16 апреля. И вот 23 апреля они в связи со всей этой ситуацией приняли решение и вышли онлайн. И как бы по данным, которые я вот общалась, даже сегодня уточняла этот момент, онлайн-платформы в том числе и с точки зрения дистрибуции и оплаты смогли как-то серьезно поддержать эти проекты. Они говорят, что почти в том же масштабе, как это было бы в хороших кинотеатрах. И вот мне интересен этот опыт как продюсеру, да, и я пытаюсь сейчас узнать максимальной информации, потому что это продюсеры решили не отдавать свое кино, вот как мы все обсуждали эту неделю, да, и ждать, пока вот появится кинотеатр, а отдать его онлайн-платформам. Пока очень этим довольна. Ну да, это интересный на самом деле опыт, потому что я знаю, что на следующей неделе еще и картина Анны Меликян будет, Да. премьера будет тоже онлайн. Да, я думаю, надо в отдельно этой теме посвятить эфир, но время наше, к сожалению, ограничено. Анна, вам большое спасибо за всю информацию, которую мы получили. Я думаю, что максимально полезно будет для всех, кто занимается кино. Вам здоровья и скорейшей возможности вернуться к нам. Мы будем вас ждать. Но я очень хочу пожелать всем, вообще моим любимым казахстанцам, моим коллегам, всем здоровья, терпения, и надеюсь, мы скоро увидимся, и, конечно же, будем работать уже близко, а не через только расстояние. Хоть я так много говорю хорошего про онлайн, но человеческое общение и видеть человека рядом с собой, это тоже очень важно. Все, спасибо большое, всего хорошего. До свидания. Так, вот, собственно, завершилась эта неделя прямых эфиров. Мы поговорили о прокате, о дистрибуции, о дальнейших планах Центра поддержки национального кино, о кинофестивалях, что немаловажно, и о кинорынках. Думаю, вот всю эту информацию вы можете уже саккумулированную увидеть на наших страницах в Инстаграм и Фейсбук. И, собственно, на следующей неделе мы продолжим серию прямых эфиров. Все, карантин у нас еще до 1 мая. И, мы, конечно, тоже надеемся, что он не будет продлен. Но если он будет продлен, мы все равно будем продолжать выходить в прямой эфир и рассказывать о том, как живут наши кинодеятели. Вот, следующую неделю мы посвятим нашим казахстанским актерам и одному из важнейших кинофестивалей в Казахстане, кинофестивалей. Вот, но подробнее я расскажу в понедельник. Всего хорошего.